Есть только одна причина загрязнения воздуха в Бишкеке – это уголь, заявил исполняющий обязанности мэра столицы Балбах Тулебаев. Он сообщил, что для решения этой проблемы подпишет приказ о переводе котельных в школах на газовое отопление. Также планируется закупить для столицы автобусы на газе. В следующем году мы намерены отказаться от угля из Каракече. Мы поговорим об этом с правительством. Если не успеем с газификацией, то нужно будет предоставить населению качественный уголь. С 15 января в столице планируется поэтапно открывать школы и детские сады. Вместе с тем ее мэр заметил, что необходимо изучить ситуацию в регионах, где ученики уже вернулись в школы. А со строительством мусорного полигона мэрия Бишкека в этом году не успела. В этом году должно было завершиться строительство мусорного полигона. Из-за бесполезных контрактов, заключенных ранее, мы потеряли время. Кроме того, в строительство вмешалось и правительство, и Джогорку Кенеш, поэтому мы не успели. Прошу не вмешиваться во внутрихозяйственные дела мэрии, кроме политических. Мы можем сами решать вопросы касательно очистки воздуха, мусора и других. Несмотря на почти 30-летнюю историю появления новостроек на окраинах Бишкека, до сих пор остаются нерешенными вопросы со светом, дорогами и водой. Если вокруг столицы около 50 новостроек, то основная их проблема – это легализация участков. Мэрия города в следующем году будет уделять особое внимание решению этих проблем. Я и инициировал этот вопрос. В следующем году я сосредоточусь на районах и начну работу именно с новостроек. Теперь нашей главной задачей является решение всех проблем в жилмассивах. А в 2021 году будут решены вопросы дорог, канализации и электроснабжения в новостройках. В настоящее время ведутся переговоры с инвесторами о строительстве общежития на 200-300 человек в микрорайоне Тунгуч. Кроме того, в предстоящем году в столице будет построен ряд социальных объектов. Также будут продолжены работы по трансформации городских земель. Джазгуль Бакытбекова, Чингиз Джумагулов, Алатоо 24.